Рук. Давай я подержу. Дуй! Viņi ir vairākos izpildījumos. Kondensāta tipa, parastais un parastais čuguna katlā iekšā. Трех разных видов. Самый современный, уже дизельный котел конденсационного типа. Все знают, visi atcerās, kas bija kondensācijas tipa katli, kas strādā uz zemām temperatūrām. Visi atcerās, par kondensācijas katliem mēs esam runājuši. Labi, šitas ir čuguna, var redzēt, jā, teiksim, čuguna katls ietāds. Это чугунный котел, секционный. Sekcionный котел, kurā ir iebūvēts čuguna katlā, ir iebūvēts dīzeļdegvielas deglis. Šitā ir līdzīgs, jā. Šitiem ir augstspiediena sūknis. Сам насос, видите, маленький, высокого давления, 10 баров может давать. Nu, viņus ir jāregulē. Īstenībā, tad, kad tu pieliec klāt pie sistēmas, jāregulē ir gaiss, jāregulē spiediens, jā, jo sprauslas, atkarībā no sprauslām, tu vari mainīt jaudu. Надо регулировать, когда вы его ставите, надо по продуктам сгорания регулировать. Подать кислород, сколько у нас, чтобы полное сгорание получилось. Надо регулировать давление топлива. Да. И очень, хорошо, я потом добавлю, если не скажет коллега, он скажет. Я могу не сказать. СО2. СО2 он не регулирует, он регулирует по кислороду. То есть он уже будет автоматически регулировать кислород. CO2. Kas vēl tur viņam ļoti svarīgi ir? Ļoti svarīgi īstenībā ir šitie čuguni, ja? Šitie čuguni, kur viņiem ir maidzīgs mazais loks. Šitiem čuguniem. Этим котлам нужен маленькая петля нужна, потому что он чугунный котел, чтобы не образовалась смола. Jā, šitiem katliem var Этим котлам можно не ставить. Но этот будет, конечно, температура, если высокая, то... Šeit nāk ārā 160 grādi. Tas ir tā kā pitdeķi, ja? Šitam 140-160 dūmgāzēs nāk ārā. Выходящие дымовые газы 140. Šitam dūmgāzēs nāk no 60 līdz 80. Tas ir kondensācijas katls. Но здесь дымовые газы маленькие, температуры 60-80 градусов будет. Montāžā, teiksim, viņi ir paredzēti arī gan ar, gan bez boilera uzsildīšanu, jā, teiksim, var likt. Можно их ставить с бойлером, можно ставить без бойлера. Они, эти два из нержавейки. Да, šitie ir nerūsējušā tērauda. Neatceros, 315. nerūsējušais. Это нержавейка. Сама топка. Un viņiem nav vajadzīgi akumulātori. Viņi strādā bez akumulātoriem. Ja? Viņi kā naktā aiziet, bet viņiem ir vajadzīgas augstas temperatūras. Viņiem, kā dīzeļiem, viņiem jāstrādā, šitam katlam jāstrādā uz 80-70 grādiem. Значит, дело в чем, что эти котлы могут работать, но они, так само как газовым котлам, тоже, по идее, не особо нужен, не то, что не нужен конденсационный бак, да? Но это не гранулный котел, работает на высоких температурах. Но что я хотел сказать? Очень хорошо было, если у дизельного котла было бы промежуточный бак и находился в теплом помещении. Потому что сгущается при больших температурах, топливо сгущается. Но самое страшное, если вам в дизельном топливе попадет вода, тогда он будет парафинизироваться. Мне приходилось 3 сутки подряд чистить котел. Когда в 90-х годах привезли, был бак на улице 3-кубовый, и был отдельно бак внутри помещения, стоял
Dunlop, Tiger стоял фильтр. И от этого насоса идут два шланга. Через один шланг забирает дизельное топливо. Через второй шланг дает обратно на этот Tiger. Это фильтр и распределитель. И, конечно, хорошо было бы, если этот бак был еще промежуточный, чтобы холодная солярка не шла прямо с улицы. Прямо, чтобы не šlo с улицы. Par dīzeli runājot, jā, teiksim, tad ir tā, ka šitam ir uzsildīšana, priekšuzsildīšana. Jā. Viņam nav vajadzīga pромежуточный bak, Jā. jo viņam ir prehīters, teiksim, Prehīter. priekšuzsildīšanas, jā. Par filtriem obligāti es ieteiktu likt ar atgaisotāju. Overdrop filtrs, kuram augšā ir atgaisotājs, apakšā ir filtrs, lai atpakaļ, lai gaiss, ja ir kaut kur sistēmā gaiss dīzelim krāpījies, lai viņš atgaisotos jau filtrā iekšā, lai netiktu iekšā pašā deglī. Un vēl Jā, lai ļoti viss svarīgi, atceros. izstāstīšu. Pieslēdzam trasi degvielas ar 6 mm caurumu. Значит, 3 таких важных вещи. У этой горелки есть прехитер, подогреватель солярки. Но перед подогреватель солярки. Это один момент. Второй, фильтр нам все равно понадобится для солярки. И обязательно хорошо, если на фильтре для солярки стоит воздушник, овентропский, скажем, овентроп система, да? Овентропская система, что фильтр с воздушником. Потому что тяжело отвоздушить солярочную систему. А если на этом фильтре стоит воздушник, тогда легко будет с ним работать. И подачу солярки организуем 6-миллиметровой трубочкой. 6-миллиметровой трубочкой. Почему 6? Потому что если будет толстая, десятка или восьмерка, дизель имеет свойство растянуться по трубе, и образуются воздушные карманы. У шестерки он не растягивается, и он будет работать нормально. Не будет проблем с этим. Te bija centrabēdas augstspiediena sūknis. Šitiem visiem ir štokveida augstspiediena sūkņi ar шток. Вибрационный, да, tā saucamie. Здесь эти котлы вибрационные, топливные насосы, а этот котел, этот насос центробежный. Jā, nu tā ir tā atšķirība, ka šitiem ir tas sūknis daudz jaudīgāks, viņi var daudz lielāku distanci, nu, teiksim, nav jāliek papildus sūkņi, lai dabūtu, teiksim, no blakus telpas dīzeli. Šitiem, ja liekās tālāk pa 10 metriem, ir vajadzīgs boosters, papildus degvielas sūknīts, kas sūks iekšā degvielu palīdzēs. Этот насос центробежный, он мощный. На него не надо дополнительный насос на солярке. Дизель дегвела не вайт. А вот эти котлы, если находится солярку